Придя в театр, мы наслаждаемся результатом кропотливой командной работы. Мало кто догадывается о том, как идет процесс подготовки к спектаклю. Но очень многое можно увидеть и узнать, заглянув за кулисы. Рождение нового спектакля начинается с поиска пьесы. Режиссеру хочется выбрать не просто хорошую пьесу, а самую лучшую, с увлекательным сюжетом, с яркими образами и интересными событиями. И чтобы пьеса всем нравилась – художнику, актерам, а затем и зрителям. После того, как режиссер выбрал постановку, он обращается к художнику, который продумывает декорации, костюмы, спецэффекты, оформление сцены. Главный художник Национального театра Маннай Хомушко отметил, что на изготовление одного макета спектакля уходит около 14 дней. Здесь макет нашего театра 1:20 масштаб. Тут вот человеческий рост 1,70 м. Декорации будут на колесах, они будут передвигаться вот так. Здесь у нас кольцо, здесь круг. Это все будет крутиться. То есть место действия меняется. Как бы, здесь, например, там другая мизансцена будет. Может быть, световые варианты потом пойдут. Можно как угодно ставить варианты, но это уже на усмотрение режиссера. И я режиссеру предложил потом в финале куда из старых декораций примерную схему, чтобы режиссер ориентировался, что где будет. Он как бы уже знает. Потом понемножечку то, что сделано, изготовлено, мы уже начинаем добавлять на сцену все. И так до конца. Потом уже все параллельно идут репетиции, и делаются декорации, шьются костюмы. Вот как-то так. Маннай Хомушко с детства любил рисовать. Закончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности художник-постановщик. Кроме макетов, художник создает эскизы костюмов к спектаклям, лично выбирает материалы, ткани и участвует в других важных организационных моментах, от которых напрямую зависит успешность постановки. Ведь от качества работы театрального художника зависит то, какой именно зрители увидят ту или иную постановку. Составляется смета, да? Общая смета, как бы, и мы начинаем закупать материалы, да, что сюда понадобится, а потом уже начинаем делать, увеличивать это все в натуральную величину. Больше думаешь, чем делаешь, как бы, из чего вот это, например, сделать, вот это из чего можно сделать, этот элемент, как можно, из чего можно сделать. Думаешь над материалом, из чего можно сделать, как он будет смотреться на сцене, каким цветом. Я уже представляю, как здесь играют актеры. Советуюсь со швеями, с нашими девушками, как бы, и мы уже как бы составили смету, да, и едем закупаться в магазин, вот эти, выбирать ткань. И как бы советуюсь, мы как бы подбираем это все. Это наши бутафоры делают вот такие детали, как бы, потом. И да, обувь тоже главное. Обувь, у нас есть сапожник, обувь тоже он шьет, как бы. Я ему даю, размер у него есть, а каждого актера, да, я даю ему цвет, эскизы, как бы он шьет сапоги, обувь. Иголки, булавки, эскизы, стук швейных машин. Работа над костюмами начинается с эскизов. После того, как все закуплено, начинается работа пошивочного цеха, где трудятся мастера-универсалы. Они одни из первых приступают к работе над спектаклем и трудятся, не покладая рук, почти до финального прогона. Заведующая пошивочным цехом Оксана Алдунул с детства увлекалась рукоделием. Вот уже более 10 лет создает уникальные костюмы для каждого актера индивидуально. В неделю каждая закройщица шьет более 7 костюмов. Когда мало времени, мы работаем допоздна. Иногда даже ночь, всю ночь. Каждый мастер, универсал, и портной, и закройщик, и конструктор. Поэтому все шьем качественно и по крою, и по пошиву. Все сдаем вовремя, в срок.
до генерального прогона. Материалы закупаем в Кызыле, в основном в Абакане, Красноярск и Новосибирск. Когда закрыли границу, мы закупаем в городе Чадане. Нам очень нужны были национальный шелк на спектакль «Тименин Ужралдары». Потом мы купили. Моя мечта была шить, работать в театре, шить разные красивые индивидуальные костюмы для артиста. Костюмерный цех Национального театра напоминает настоящее царство одежды и аксессуаров. Здесь хранятся тысячи нарядов, которые были сшиты в разные годы. Каждый сценический костюм, будь то платья, брюки, пальто, пиджаки, висят в идеальном порядке и ждут своего выхода. Без небольших форс-мажоров работа костюмеров не обходится. Бывает, что прямо во время спектакля на костюме расходится молния или шов. Зритель этого не замечает, потому что костюмеры устраняют неполадку прямо за кулисами или мгновенно находят замену. Так что во время показа несколько переодеваний, и точно так же костюмеры находятся за кулисами и помогают надеть эти костюмы, потому что где-то пуговицы, где-то еще что-то, это все надо делать быстро. Здесь у нас хранятся около 1000 костюмов именно из текущего репертуара, из спектаклей. Вот у нас, например, костюм нашей последней премьеры, это костюм красных, так называемых, да, головной убор и маска такая в стиле комедии дель арте. Режиссер, художник-постановщик этого спектакля Начин Шалык, народный художник Тувы. И он создал такие костюмы, стилизованные под шаманов. И долго думали, например, из чего сделать бахрому. Наш костюмерный цех проделал очень кропотливую работу. Здесь помогали даже наши свободные специалисты, артисты в свободное время помогали все это ушивать. А вот это вот у нас костюм китайской принцессы из тоже премьерного нашего спектакля этого сезона «Моде. Начало империи». Это костюм тоже из этого спектакля отца Моде, которого играет наш народный артист Олег Сад. После каждого спектакля все костюмы тщательно отмываются, потому что актеры потеют, у них очень энергозатратные такие движения. И все это у нас, конечно же, отстирывается и очень бережно все отпаривается. Перед каждым показом наши костюмеры готовят костюмы также повторно и относят эти костюмы в гримерки артистов, где артисты уже приходят, и им не надо уже ни о чем заботиться. Если надо будет, то костюмеры наши помогут надеть эти костюмы. Также в театре имеется реквизиторский цех. Как по мановению волшебной палочки появляются откуда-то телефоны, постельное белье, посуда, письменные приборы, оружие, картины и много деталей материально-бытовой культуры, без которых любая сцена спектакля не существует. Этот список перечислять можно бесконечно. И все эти многообразные вещи бережно хранят реквизиторы, которые знают и помнят, где что хранится, кому что принадлежит, когда тот или иной элемент потребуется. Шалбан Хавалы в театре отвечает за обувь артиста на сцене. У него тоже интересная и творческая работа. Он является театральным сапожником. Его задача – сделать обувь, гармонически дополняющую образ, созданный художником-постановщиком. Театральная обувь – неотъемлемая часть театрального костюма. Обувь должна быть удобной, чтобы артисты могли спокойно отработать спектакль. Шалбан Хавалы за 16 лет работы изготовил пару тысяч театральной обуви. Поделился, что сбился со счета. Спектаклей много, считать даже не могу, куча спектаклей. У каждому артисту свои размеры, своя форма, каждый по-разному по спектаклю. Ну, есть древние, есть там современные, там по спектаклю дают. Долго лет проработал, я уже привык. В основном мне помогает жена. Когда большая нагрузка, жена приходит, помогает. Она в одном
вместе мы работаем. Одним из ключевых работников театра является гример. Гримерный цех – особое королевство, где умеют изменить до неузнаваемости внешность любого артиста. При подготовке к роли работники гримерного цеха помогают артисту вжиться в образ, раскрыть характер персонажа, изменив его внешность. Также гримеры нередко сами изготавливают парики, усы, бакенбарды и другую накладную растительность на лице. В коллективе музыкально-драматического театра трудятся и молодые мастера своего дела. К примеру, Алена Монгуш после окончания школы по зову сердца поехала поступать в Рязанское театральное училище, а после, окончив учебное заведение, приехала развивать искусство в родной Туве. Нам сначала говорят, вот, то есть, например, вот такой человек, такой возраст, и будет играть такой актер. И, понятное дело, мы там из худого человека там делаем там старого, там еще что-нибудь, там добавляем, там, или, например, из старого делаем молодого, а из молодого старого. То есть вот так вот. И нам объясняют, и у нас появляется задача, и мы выполняем это. Усы, бороды мы не покупаем, мы их делаем вручную. И поэтому это было вот самое впечатляющее для меня, запоминающее. То есть приходит ко мне молодой актер, садится, говорит, я должен быть старым. И вот я приклеиваю ему усы, бороды, делаю специальный вот грим старческий. И вот все, также волосы сидим там или надеваем парик и так далее. Я всегда с детства создавала какие-то образы, не именно прям макияж, а то есть я любила такие праздники, например, в школе Хэллоуин, да, у нас устраивали там. И я непосредственно какими-то вот подручными материалами делала на себе там лицо там разорванное, там, там губа, там нос куда-нибудь, там с добавлением крови, там вот это все. То есть и меня это увлекало, и поэтому я пришла в театр именно вот за этим, чтобы вот продолжать вот эту вот деятельность, которая мне нравилась еще с детства. В фонде Национального театра есть более 100 разных пьес, которые были написаны в 50-х годах прошлого столетия. Уникальные работы тут хранят с особой любовью. Это очень такие редкие экземпляры, которые сегодня требуют оцифрования. Вот, например, у меня в руках пьеса, перевод Чингиза Айтматова «Бураны и полустанок». Это произведение 1964 года, отбито на машинке. Вот у меня Четкерчет киза Александра Доржая и Алексея Оржака, нашего режиссера, да, они в паре написали. 88 год здесь стоит. Это все отбито на машинке. Вот есть, например, перевод Чингиза Айтматова, перевел Владимир Серенол, да, это наш тоже уникальный поэт, писатель, 84 год. И есть здесь даже вот такая вот тетрадка, написанная рукой Владимира Серенола, видите, Чисуган, это музыкально-пластическая пьеса написана, 83 год здесь, да, с рисунками и так далее. Вот такие материалы, конечно же, они должны храниться уже в музее, я думаю. Ну и, разумеется, здесь есть и наши современные. Вы видите, у нас сколько папок, например, под названием Эдуард Межит, да, здесь есть Культегин, Эргюл и так далее. Все здесь у нас хранится по алфавиту. Есть это все, весь перечень произведений у нас также есть отдельно выписанный. В настоящее время репертуар театра формирует порядка более 30 действующих спектаклей по национальной, русской и мировой драматургии, которые нацелены на зрительскую аудиторию всех возрастов. Его жанровый ряд весьма разнообразен. Комедии, трагедии, мюзиклы, легенды, сказания, детские музыкальные сказки, исторические драмы. В главном храме искусств Тувы на сегодняшний день работают более 150 человек, 48 актеров. Один из них, молодой актер Алчей Козлол, поделился, что несмотря на трудности, которые были в начале пути, он работает и старается для своих поклонников и любимых зрителей. Ведь порой артистам приходится перевоплощаться в разных героев, и в каждую свою роль нужно вжиться. По моему мнению, сложным дался мне роль Аяса в спектакле «Навстречу мечте». Потому что он на переживания детей, расставание с матерью, с отцом, со своей семьей. И это было очень сложно, потому что я сам отец, и у меня 3 детей. Когда мы только пришли, наши коллеги очень нам помогали, что куда, влиться в коллектив. То есть они очень нам помогали, очень веселый коллектив. И иногда даже удивляешься,
где я работаю, как мы иногда бываем, как в детском саду, играем, веселимся, шутим. И очень интересно работать в театре. И коллектив очень хороший. Желаю процветания, развития и новых интересных постановок. Еще каких-нибудь режиссеров пригласить. Сейчас трудно предвидеть, насколько долго окажется жизнь нового спектакля. Хороший спектакль живет от 5 до 10 лет. За это время он может быть сыгран 300, 500, даже 1000 раз. Зрители, сидящие в зале, обычно не знают, на каком по счету представлении они находятся. Для них, пришедших на него впервые, премьера сегодня. Поэтому театр прикладывает немало усилий, чтобы как можно дольше сохранить молодость спектакля. Сегодня в театре под руководством Начина Шалыка и главного режиссера Сайдаша Монгуша работают 11 выпусков актеров. Это выпускники театральных и музыкальных учебных заведений Москвы, Ленинграда, Санкт-Петербурга, Ярославля, Улан-Удэ и Кызыла. Коллектив театра стабилен и творчески состоятелен, что позволяет ему осуществлять разнообразные и разноплановые постановки. Пожелаем удачи, творческого развития и еще много-много новых спектаклей. Бадмадержа Буяно Юн, Самдан Иргит, Тува 24.